Далее, следующая участница это Фахрикамал Абдрахмановна Махмудова, юртовская нугайка. Окончила Астраханское художественное училище имени Власова, училась в Санкт-Петербурге в Институте живописи имени Репина, член Союза художников России. В 2012 году становится стипендиатом программы министра культуры Польши Гауде Полония. Работала в Польше, где создала серию работ. Но центральное место посвящено в ее работе истории и культуре родного ногайского народа. Камал Абдрахмановна, расскажите немножко о себе и о своей этнической идентификации, как вот юртовской нагайки. Ну, я с детства знала, что я нагайка, и так себя идентифицировала. А потом, конечно, впоследствии, когда я была уже учась в Академии художеств, я много работала в библиотеке научной, тоже изучала, какие-то труды по раскопкам, допустим, Сарай-Бату, по местному региону, везде встречала информацию про нагайцев. И впоследствии, конечно, так как я художник, и я ищу свое, ищу, что мне интересно, что мне близко, конечно, я создала определенную серию картин именно на ногайскую тему. Потому что, во-первых, мне хотелось, чтобы люди это помнили. И нагайцы, и вообще люди мира, так сказать, чтобы были знакомы с тем, что это было. И многие знают, люди, которые имеют историческое образование, русские люди, на выставках. Вот сколько я встречалась, потому что выставки были в Москве. То есть, Фахрикамал Абдрахмановна, вот это наследие ногайское, оно, я так понял, являлось источником, да, вашего творчества? Да, конечно. Творчество и вдохновление моим, чтобы люди не забывали то, что они помнили тогда. Потому что мы много утеряли, многие знания мы просто утеряли. Этнические, фольклорные. Мне хочется, чтобы люди это не забывали. А вот ваша идентификация как нугайки, да, юртовской, она вам в творчестве больше, помогала или мешала? Скорее всего, помогала. Всегда, скорее всего, помогала, потому что люди заинтересовывались. Например, когда уже после академии мы были по приглашению Союза художников на творческой даче, художниками известными, которые были в комиссии, ими был выбран именно эскиз ногайского танца. Потому что, допустим, всероссийская выставка для людей интересны какие-то новые темы. Интересные темы про народы, которые живут в России. Была выбрана именно эта тема. Ногайский танец. Никакая другая. Спасибо, Камал Абдрахмановна. Спасибо вам за то, что вы работаете в этом направлении, сохраняя наше наследие и знакомя через ваше творчество всех людей мира с нашим богатым таким наследием. Следующий гость Линара Зайдуловна Иргалиева, Карагаш нугайка, магистр истории, преподаватель в школе, знаток ногайского фольклора, молодой ветеран общества Берлик и Центра ногайской культуры ЕГЭ. Линара Зайдуловна, расскажите, пожалуйста, о своей деятельности по сохранению наследия ногайцев Карагаши. Чего вы добились, возродив свою ногайскую идентичность? Амансива, здравствуйте. Аманса, салам алейкум. Чем мы занимаемся вообще? Я из тех деятелей, которые развивают непосредственно по зову души, так скажем, по зову родной крови, родную ногайскую культуру. Мы занимаемся развитием. Начали мы все сначала с изучения этнографии, культуры, наследия карагашских ногайцев. Хорошо то, что у нас сохранился язык, это раз. Сохранились у нас ногайские песни на нашем диалекте, это два. Сохранился очень богат, так скажем, материал по устному народному творчеству, сохранились обычаи, особенно семейно-бытовые, такие как бисектой, сынектой, например, непосредственно сама свадьба, икон той, который подразделяется, который имеет до, так скажем,
имеет несколько циклов. Сохранились такие вот, как, так скажем, мероприятия, как маджлисы, как хадай-жол, непосредственно перед тем, чтобы что-то начать, обязательно собираются, так скажем, родственники и благодаря, так скажем, например, это может быть мероприятие приурочено непосредственно там, ребенок идет в школу, человек уезжает, например, в другой город, устроился на работу, уходит там в армию. Одним словом, когда я живу, это все с благословения, так скажем, Всевышнего Аллаха. Вот такие вот обычаи сохранились, и это дети видят. И все это мы потом, они уже, как театрализованное представление, нам уже, так скажем, семитски показывают, и отрадно, когда мы приезжаем на фестиваль, такие как Шишикелер, например, детские, уже непосредственно такие вот, как фестивали Эдельбойнда, мы видим фрагменты этих обычаев, то, что они живут, люди знают это, людям это знакомо. А соседние народы, только, так скажем, мы их вводим, так скажем, в нагайский мир, наши прекрасные вот обычаи. У нас сохранились также вот и нагайские блюда. Я, кстати, вообще разницы не вижу между кайнарами у юртовцев, между кайнарами у карагаш, абсолютно одно и то же. И ас-бурек, казан-бурек. Одним словом, одно и то же. Мы заходим в дом, видим тот же нагайский чай, видим те же кайнары, так скажем, и даже никакого различия нету. Заходим мы, например, к нагайцам в Ставрополе, мы видим также наш нагайский чай плиточный, да, непосредственно те же, так скажем, кайнары, те же буреки, пельмени, то же самое и на Кубани. Одним словом, вот никакого различия нету между нагайскими группами, и отрадно то, что все это сохраняется не только и у нас, так скажем, в астраханских нагайцев. Мы эти же обычаи мы видим у нагайцев других регионов. Ленара, вы вот юртовцев вообще воспринимаете как близко родственные группу нагайцев, или же у вас какие-то есть эти деления и так далее? Вот вы как представитель нагайской этнографической группы, да, Нижнего Поволжья, отношения как вот с юртовцами вообще у вас? А то вот нас некоторые говорят, я имею в виду наши оппоненты, что вот карагаш нагайцев мы вообще не понимаем, они нас не понимают, мы разные народы, они нагайцы без нугайлар. В общем, пытаются вот такие найти эти отличия. Вот вам, как человеку, наблюдателю извне, как вы оцениваете? Я привела пример, когда захожу я в дом юртский, я вижу тот же нугайша и кайнары, какой я могу разницу в этом увидеть? Во-первых, внешне никакой я разницы не чувствую, нет никакого языкового барьера. У меня, в принципе, есть родственники, так скажем, дяди, которые женились на представителей юртов. Я там провела детство, все, например, Яксатово. Я вообще не вижу никакой разницы, если честно. Или от того, что я постоянно, так скажем, общался, была именно в эту группу с детства. Но разницы я вообще не чувствую никакой. Если я поеду, например, в другой регион в Нагайцем, я тоже такой же разницы не чувствую. Что касается плана национального, так скажем, угощения, то, что в плане обычаев, языка, но есть какие-то, да, определенные диалектные особенности, но мы вполне говорим, я на карагашском, а не на юртском, и все прекрасно у нас. Но менталитет один, да? Абсолютно один и тот же. Когда вообще танцуют по-царатски гармош, так скажем, ахшатыр, кьюсы, вообще не отличим, кто из кто. Ленара, еще у меня вот такой вопрос, он, конечно, немного личный. Я знаю, что одна из ваших старших родственниц, Роза Баубекова, уехала в свое время в Казань. Да, это была такая творческая личность, поэтесса. И вот вы можете, в качестве ее примера рассказать про ее судьбу вообще? Что эта поездка ей дала? Больше плюсов или минусов? Вообще часто представители нагайской интеллигенции, они уезжали из Астрахани. Их деятельность, она не была направлена, так сказать, на развитие родного языка и на развитие родного диалекта, на сохранение. Соответственно, вклад не внесли такие деятели в развитие непосредственно нашего языка. Оставила обращение к родным карагашам, чтобы они не, так скажем, совершали ее ошибки. Она, в принципе, была такой яркой личностью. Она была редактором журнала, заместителем, членом Союза писателей татарской в родные края. То есть она вот еще упоминает о том, мой род тем временем все тает. Видите, какое сожаление. Кто вспомнит Байгунды и Сыркели, когда детей от речи отлучают,
а стариков все меньше на селе. Ну, конечно же, она оставила очень много прекрасных произведений, но, к сожалению, вот это тот пример, который является не службой своему народу. Лучше, когда представители, например, наши карагашские, так скажем, наших карагашев оставили какой-то след. Например, да, если мы возьмем Дженибекова, Абдулхамида Шашибевича, да, то есть он работал в ногайских селах непосредственно, собирал устный фольклор, собирал исторические какие-то сведения, бытовые лирические, эпические песни, там, жираф, хошавасы, да, и в итоге все это вошло в одно, так скажем, в один, там несколько томов, конечно, было его трудов, несколько тетрадей, и все это, так скажем, вошло в одну прекрасную книгу, которую мы сейчас имеем, Сус-Казнасе, там собран. Читая уже непосредственно материал устного фольклора, мы реально понимаем, да, это моя бабушка говорила, это мой дед говорил. Вспоминаем, и помимо того, что мы читаем, просвещаемся, я уже слышу эти поговорки, эти пословицы на мероприятиях, на свадьбах, там, на день рождения, на юбилей, на торжествах. То есть люди обращаются к этому материалу, они его используют. Этот материал также используют дети в школах, учителя родного языка. И, конечно же, мы сейчас сами стараемся тоже издавать определенные, так скажем, сборники, многоговеческие сборники, куда вошли наши научные статьи. Также наши научные статьи входят во многие, так скажем, сборники международные и всероссийские, и областные, например, наши вот астраханско-краеведческие. Очень много, так скажем, нагайцы, учителя выпускают. Хотел бы еще упомянуть такого, так скажем, он мой односельчанин, это уже классический Абдрахман Атамус Умеров, он вообще-то из рода такого Найман. Он тоже работал над сбором нагайских фольклора, его работы тоже по истории, так скажем, сбора Карагаш Нугай Джарджара, жалко не сохранить, но какие-то, так скажем, частичные его работы до сих пор мы читаем, радуемся тому, что они есть. Помимо, так скажем, Абдрахмана Умерова у нас есть и наши современники, это наш Маркон Ривахамзяевич Галиев, вот, хоть тоже отметить, который тоже был Карагаш Нугаем, Нугманов Галимжан Нургалич, Джуманов Алютут Исналиев Розракимна, Акмамбета Базиракапар, Кирмамбетер Шидам Апай, да, Иманалиев Курман Хамитович, наш Рафик Кадырбулатов, герой как бы России, да, то есть это те люди, которые тебя называли Карагаш Нугаем, и им это не мешало никак, ни в их деятельности, ни, так скажем, в их непосредственно там работе. Хочется отметить, тоже есть наша молодежь, которая следует, сохраняет лучшие традиции хореографии, например, да, там, Ильяра Кутламбетова, там, Ралина Кутламбетова, Альбина Суюнова, Альбина Кадырбергиева, Альбина Капланова. У нас в Питере обучается Дамир Абдрахманов, вот, на котором тоже возлагаем определенные одежды. А уникальный наш парень Байрам Амиранов, который вот радует всех вот своим, так скажем, набережным кормом. То есть они являются Карагаш Нугаями, и им это не мешает никак, ни, так скажем, ни в работе, ни в деятельности. Они, наоборот, несут вклад, свой личный вклад вносят в развитие ногайской культуры, ногайского языка, ногайской хореографии, музыки, искусства. Спасибо.